Доброе утро. Доброе утро. Ми трусик-то. Трусим корма. Это утренние шахматы. Утренние шахматы. Утренний кофе. Şey oldu mu senin? Yok. Oo, ничего себе. Сен үй сағатына ұйымадың уже. Ну, если 10 на день, брала малфа. Приехал свекор, родной братишка Альберта. Они осматривают территорию. Все, вот тут уже дрова, мужики, работу закончили с дровами, мусор убрали, видите, в мешки все упаковали. И сейчас тут начнут сегодня копать фундамент. Начался сезон строек. Сейчас летний домик, фундамент сегодня начнут. И сразу же завтра начнут на новом участке фундамент под дом копать. Уже все, грандиозная стройка начинается. И я начну опять каши варить с утра до вечера. Ашап аламын да, мужиктарға ашарға пішіре баштаймын. Күн сайын ашарға пішірге мажы майонезчик. Когда человек худеет, он сразу начинает обращать внимание на супругу или на супруга, что он толстый. И начинает говорить, чтобы он худел. Приятного аппетита. Пойдем, я вот концен. Весь соус берем, весь кукейки yanında. Эй, кидали! Ой, кукейки берем. Кидали! Ну-ка скажи подписчикам, ты сейчас меня же уговариваешь, чтобы я худела, да? Да. Ну для здоровья говорю ведь инде. А так өзің башлайтын кыз көне білден. Куда ты? На. А если я останусь толстой, ты меня бросишь? Yok. А? Yok. Ну будешь упрекать, да? Ну, буду упрекать то, что здоровье у меня. Угу. То, что я толстая, будешь упрекать. Вот она любовь покаянная. Коротаем мы ночи темные, любимые, нелюбимые. Белый дом, боль звонная. Вот она любовь окаянная. Коротаем мы ночи длинные, нелюбимые, нелюбимые. Хотел спросить, что создавание тест генотекста? Что это такое? Ну ты хотела происхождение узнать, да? А, нет, еще нет, мы с Альбертом, да, хотим сдать. А, когда будете давать? Ну, наверное, не знаю, вакыт болған сенде. А что? Не, просто я маме заказал за килограмм. А, что нам не заказал? Сами закажете. Ну, Чё себе? ой, ну заодно бы всем заказал. Так я папе заказал, маме заказал, за килограмм заказал. Ты уж сама себе закажешь. А что не сказал мне? Я бы тоже Я заказал. тебе заказываю, могу тебе заказать. Давай, закажи. На вас двоих. Давай. Зачем ты маме заказываешь? Ты же сделал генетический это. Но там же не только происхождение, он же еще по болезням тоже надо сделать. А, так что ли? Да. А у тебя что происхождение? Ты так нам не сказал, ты 100%. Я тебе говорил, даже показывал. Или ты сомневаешься, что я твоя сестра? Вот ты вообще выдала, конечно. Вот женский, капец. Женский. Я же тебе предложил, ты сама сказала, хочу. Ага. Там же и говорю не только происхождение, но еще и это же, болезни всякие. Ну, Ага, ладно, поняла. хочешь, закажи. Не хочешь, можешь и я только закажу. Не, надо заказать, прикольно. А вдруг выяснится, что мы с тобой вообще не родные, прикинь, да? Вот запросто. Есть армянка какая-нибудь. Армянка. Вяжут арматуру. Вот так это происходит. Астына песок қалғандар достар. И мына заборчик мақ темірден ленмекей істейді енді. Это называется вяжем арматуру. Это для чего? Ну, чтоб фундамент был крепкий, менде, единый целый. Вот постоянно меня кешелер язалар, сізді көрәлер де немештеп қайнығызды іштеттегіз деп. Ол давно пенсияла, не сізға ял етерге бермейсіз дейді. Пенсияда жалып жатамыз. Арымаймын dey. Біздің қайнығыз ішкі ештерден де шебірек әлі ол. Evet pap. Bir çiğ kulturmay. Ha?
Тик ятып ялгыта ул. Ал фирманы цемент ташей. Балар арматуру вяжут. Короче, скоро здесь, Алаберхадовтар, будет летний домик. Надеюсь, күзгә хәттем өлгөртөрбез. Мына мунсага кушыласак инде. И мунсага ошонда прорубим вход. Алаберха. Мында үй бит инде безнең. Бунда безнең бакса типа шул просто участок. Я устал, они меня заставляют еще говорить на телефоне. Надо говорить на телефон. 6 на 4,5 из бетоноблоков. Я тебе вопрос даже не задала. Не могу идея, во что у меня большое. Из чего будешь строить террасу? Сколько на сколько? Блоков. Из шлакоблоков или что? Шлакоблок, нет такого слова шлакоблок. А что? Бетоноблок есть, керамзитоблок есть, керамзитобетонный блок есть. Ну ладно, из чего будешь делать? Бетонный блок. Сколько на сколько? 6 на 4,5. Ага. Ну, и? Ну и все. А снаружи, внутри обшивать будешь? Внутри как? Баня будет, все дерево. Ага. И еще камин, скажи, будет. Камин, печь будет, полный. Нет, не камин, а печь, мангальная печь. А, мангальная печь. Да. Журавли летят, журавли. Только я вернулся домой. Не гони меня, не гони. Лишь за то, что я не святой. Эдуард Хуснудинов — это мощь, доктор. Это бляхатма, что Эдуард Хуснудинов біздің Башқұрт ЕРСХ, Башқұртостандан стал знаменит на всю Россию. Короче, друзья, сегодня вам расскажу очень интересную историю. Эту историю мне рассказала женщина, бизнесмен, бизнесвумен. Это реальная история. Я когда о ней услышала, просто в шоке была. Есть же вот эти вот всякие паблики, как называются эти паблики? Черный список. Черный список. И вот, ну, в разных регионах этот черный список есть. И туда выкладывают какой-нибудь недобросовестный товар, недобросовестного человека, и на него жалуются. И вот эта женщина попала в этот черный список своего города. Ее выложили, типа, вот, ее там товар не соответствует качеству, там туда-сюда. Короче, плохой отзыв. И каждую неделю начали выкладывать плохой отзыв. Ни с того, ни с сего, вот резко начали выкладывать про нее плохой отзыв. И она такая, думаю, что за фигня, год это продолжалось, она не знала, что делать, и решила написать этому паблику, этот черный список своего города, написала, типа, здравствуйте, почему постоянно меня выкладываете, плохой отзыв обо мне, говорит, с чем это связано, неужели, говорит, так много людей жалуются на мой товар, а почему мои конкуренты ни разу не попали в ваш паблик, ну неужели только у меня такое, я не поверю, говорит, у меня товар очень качественный, говорит, а у конкурентов, наоборот, даже товар хуже, чем у меня, а они почему-то в ваш паблик в черный список не попадают. Почему так? Это же нечестно. Ну вот, она вот так написала. А, значит, этот администратор паблика, ну, кто там отвечал на сообщение, ей пишет. Слушайте внимательно ответ. Это просто меня убил, этот ответ. Плохой отзыв ваших конкурентов мы не ставим, потому что они за это оплачивают нам. Прикиньте. Оплачивают, представляете? Они оплачивают, чтобы паблик черный список не ставил плохой отзыв о их товаре. Представляете? И эта женщина тоже так же в шоке была, как и я. Она такая, в смысле? Что за фигня? Ну, так не было, конечно, ну моя реакция такая была. Ну, примерно такая у нее реакция была, и она такая, офигеть. Ну, офигеть тоже, наверное, не говорила, скорее всего. И она такая говорит, ну, блин, говорит, разве это честно говорят? Как так говорят? Это значит, мои вот эти отзывы тоже, получается, проплаченные, что ли? Чтобы мой товар хаять? Он говорит, возможно. Дальше администратор пишет. Успокойтесь, говорит, вот давайте каждый месяц, говорит, нам определенную сумму платите, и мы, говорит, больше плохой отзыв ставить не будем. Прикиньте! Так что, дорогие друзья, не всегда бывают добросовестные администраторы пабликов. Как называется этот паблик, кто это написал? Не налил? Черный список. Я не говорю, что все так делают, но какой город я не буду говорить, Дуфтар, но это у нас в республике Башкортостан. Так что будьте аккуратны. И, кстати, лайфхак для бизнесменов, если что. Если о вас плохо пишут, поговорите с администратором. Сасық біткен. Альберт түнде ұйықлай, сенің башың сасық, прикиньте.
Дурная умагаем, подумаешь. Сәсімді наконец-то юғдым. Теперь я не сасық баш, как Альберт говорит. Мужиктарға ашарға бішірдім, посудамды еудым, вездонямды тадарттым. Будут рожки с этими, как там, с мясом. Очень вкусно получилось, между прочим, я пробовала. Потом будет салатик у нас. Потом я еще приготовила кукейки. И все. На этом все. Сейчас, короче, я посмотрю, что там мужики делают. Все проконтролирую. Вы же знаете, что я прораб. Люблю всегда все контролировать. Без меня они вообще не справляются, между прочим. Вот Саню в бригаду берите, я сказала. А то ходите, мучитесь постоянно. Людей нету. Короче, достар бір мәхедеймі мына ушул егет Саня бар бет енді. Ней улакасы ней Севердан қайтқан вақтала іштеген енді. 2 ай іштеген да и прикиньте ақсағын төлемегендар. Вот как можно кішіні алдап 2 ай ішлетіп и ақсағын төлемедке. Короче, у нас по плану в этом году построить здесь летний домик бет енді. Здесь посадить газон. Потом здесь вот брусчатка галарға ушу тирага весь полностью. Поменять гаражные двери. Отвалилась дверь. Кышкына выдержал. Представляете? 3 ай выдержал и отвалился. Мен Альбертқа постоянно там дешевый ешек алматин, консервный банкалар. Одаққа етмейді. Скупой платит дважды, деп дұрыс айтқандар. Действительно, мына сколько раз бы ушел осыды ешектерді қояды, и один черт они отваливаются. И, достар, нам доделать надо входную группу. Мы вот это вот хотим все полностью сделать одной штукой. Я не знаю, как называется. Цементная прямо моторная лестница она. И потом здесь поставить козырек красивый такой. И еще вот тут нам завести надо землю. Тоже поднять вот тут, потому что там у нас спад сильный. А ты скажешь своим, ложат много мяса, а мне мало. Немешке. Кышкатуак, адамдар мене билем не. Блин, опять! Ура, лемеке! Меке, блин, не колды тиштерем, не тиштерем. Не керек ма? Соус. А? Соус надо? Точно, кетчуп надо? Biz de orada bütün barbarlıklar burada. Şarkı bir sonra kızım. Falan bana altılar işte izleyeceğim başlayabilir. Fakat abi para Onlar kazandı. da dinledim bak tutmalar var indi de eseler. Hani yatı yoktaydı. Hani tanga olanlara gittiler. Allah'ım bunu gayrı balkan gördüm. Я не профессиональный журналист. Я не работаю на телевидении, не работаю в новостях. У меня чисто юморной блог. Неужели это до кого-то до конца не дошло? Ну вы же видите, вы же смотрите мой блог, и вы же сразу видите, что он только чисто о юморе. У меня вайны, приколы, всякие смешные ролики. Очень много блогеров, которые освещают политику, освещают у себя на странице все новости о республике, России, за границей, свои политические убеждения, мнения там выкладывают. Таких блогеров у нас в Башкортостане очень много, доктор. Поэтому лучше подпишитесь на них и смотрите их. Примерно по цене во сколько это обойдется? Мен даже не представляю, Милюша. Не знаешь, что ли? Откуда мне знать, блин? Не знаю, если дорого обойдется. Не знаю. Не знаю. Миллион, что ли? Миллион обойдется. А сильно ме келдің? Прям миллион. Сықмайды дейін, доктор, прям. Башқысыға сен пешіңнен бір 200 сезінесің. Офигеть. Давай скажи, что нужны нам этот печник. Да, печник нужен. Кто умеет камин строительный, пишите мне. Телефон, номер. Телефон түгел, только менен аккаунт қойсыңдар. Ладно, Ладно, по телефону десеңіз, начнут там писать все. ладно. Девушки, да? Ну, Девушки пишут. қоя, смотри.